Какой-то водоем грязный и засохший, что ли. Проехали 28 км уже. Ох, там вон гора справа, сейчас покажу. Ух, напоминает там в Коктебеле у подножья Карадага. Пошел теперь спуск к морю. Дорога такая прикольная. Да. Что тут? Грязючка. Хорошая дорога здесь. Ездить, в принципе, можно. Ого, там камни лежат. Хо-хо. Обалдеть. Ху-ху-ху. Как они здесь очутились. Среди гор остались камни одни. Такие вот интересные. Да. Так, а нам куда? Направо, налево. Без разницы, наверное, куда. О, да тут можно вон машинами сюда ездить и кемпинги всякие устраивать, тусовочки с палатками. Прикольно. Да, место тут позволяет. Вон еще туда куда-то ведет дорога. Да. Красота. Вот она и есть Лисья бухта.
еще и мусорки вывозят, убирают. Интересно. Парковка. Кто-то он стоит на машине. Ну-ка сейчас почитаем, что тут написано. Лисья бухта. Эчкдаг. Особо охраняемая территория регионального значения. Да, тихая лисья бухта такая. А, тут еще вон люди стоят на машинах. Приехали отмечать что-то. Вон какие горы. Обалдеть. Обалдеть. Палатками он. Стоят палатки. Мостик. Мостик я проеду, не. Все, дорога закончена. Какой-то он подвал. Живут в палатках. Кто-то живет в палатках. Попьем чай сейчас и поедем назад. Все, выезжаем с Лисьей бухты. Попили чайку, посидели, полюбовались морем, подышали, видами налюбовались. Карадакский он заповедник. Да, местечко такое вдали от цивилизации, так скажем. Вот интересно, как они вывозят этот мусор. И почему он до сих пор лежит. Контейнеры, если стоят такие, то значит вывозят, а никого нету сейчас. Уже людей нету, должны были вывести. Странно, в общем.
Еще кто-то на машине приехал. Ну да, тут место вообще шашлыки жарить, отдыхать. Вдали от города, от всего этого, от суеты. Даже он местные, он с Симферополя могут проезжать. Еще с откуда. Да, местечко такое интересное. Ну, типа как тихая бухта в Коктебеле. Но в Коктебеле тихая бухта, а к ней подъехать легче. Там, что там, на винзавод свернул и все. Раз-раз, и ты уже в тихой. А тут проехать надо довольно-таки не малый маршрут по такой дороге. Так, надо включить МТБ-шку. То я на туре. Все, выбираемся. Теперь надо не заблудиться. Выехать отсюда. О, камни такие, конечно. Офигеть. Особенно вверху. Как он там остался. Да и эти тоже внизу. Так нету тут вот среди всего, сколько я проехал, камней таких нигде нету. Только здесь вот остались куски такие. Так, ну назад теперь подъемчик, да, будет. Сюда спускались. Назад сейчас будем подниматься. Да уж. Сейчас будем подниматься. То что надо было дорогу сюда такую сделать. Ну не то что сделать, это ж ее видно. Она постепенно сама появлялась. Люди ездили и протоптали машинами. Тут же по-любому что-то было. Хотя, нет, хотя, может, даже и делали, да. Специально, может, чистили кусты. Тут же, наверное, все было заросшее по-любому. Вот где мы сейчас едем, здесь, скорее всего, была вот трава, деревья, ветки, все это. О, сейчас подъем такой будет, о, нехилый. А мы не спешим. Ух ты, что-то там. Что-то там не хочет переключаться на какой-то звезде. Вот дает. Едем. Никуда не спешим. Потихоньку поднимаемся. Да, виды, конечно, здесь тоже классные.
Горная природа. А там он тоже видок такой на скалу, на гору. Ух, бы туда наверх заехать. Была бы туда такая дорога, как вот здесь. У-ху-ху. Прикольно было. Так, время у нас 16:42. Да, успеем до темноты приехать домой. Нам что тут ехать? 30 км ехать нам. Да, виды, конечно, красивенные здесь. Это не пойму, что за водоем такой был, что он грязнючий, в чем это он такой, в какой-то непонятной ерунде. О, пошла дорога нормальная, без подъемов. Сейчас будет спуск, а потом подъем опять. Да, тут спуски, подъемы. Вон подъем сейчас. А что они на машинах приехали, сейчас часок посидят, пожарят что-то там, мясо, отдохнут люди в тишине, в спокойствии от города и поедут домой. Отлично, я считаю, просто отлично. Красота, ляпота. Пробуксовочка у нас тут небольшая. Туда тоже он наверх. Дайте дорогу наверх нам. Мы затащим. Сейчас спуск пойдет. Потом, наверное, 5 подъем. Ну, конечно. Куда ж без подъемов. Туда тоже ехали. То спуск, то подъем. И назад то же самое. А чё? Конечно. Что-то там щелкает какая-то передачка. Не хочет переключаться собака такая. Да. Теперь вот у нас есть новый маршрут. Лисья бухта. Он опять сейчас подъем пойдет. Ой. Фух. Да, жарковатенько уже. Эти подъемы. О, щелкает. Щелкает что-то. Значит, уже что-то там надо смотреть уже. Фух.
жара. Хорошо, что я там в бухте переставил второй аккумулятор, потому что здесь переставлять особо его и негде. Ох, какие виды отсюда. Ах, класс. Вон. Ух. Сейчас фоточку сделаем. Сейчас фотосессия пота. Да, тут налево по-любому. Это я точно знаю, что тут налево нам. Эх, какие виды, просто фантастик. Обалдеть. Просто обалдеть. Да. Горы, горы. Горы, мои горы. Вон тоже красота какая. Да ты шо? Да ты шо, да ты шо? Фантастика просто. Просто фантастика. Вот и спустились вниз уже самый. Птицы. Ква-ква. Ква-ква-ква. Да, красота, ляпота. Поехали дальше. Можно даже еще в курортное заехать на берег или не. Не, поедем в Коктебель на смотровую. Поднимемся, посидим там, да, у подножья Карадага. А тут вот завод заброшенный, какой-то там шампанского, вино, шампанское вот здесь на карте обозначено. Заброшенный. Когда-то тут работал он, заводик вот этот. Что за завод, только непонятно. Эх, красота! Ох! Нужно еще налево куда-то. Дорога ведет. А мы поедем сюда.
Виноградники. Тут он зеленый еще. Поля. Интересно, что тут? Виноград есть? Вот и выехали на трассу. Сейчас хочу заехать в вот эти скалы, вот, посмотреть, что тут такое. О, тут лужа. А что нам лужа? Проедем по луже. А, тут ничего нету, просто так надо лазить где-то здесь. Что тут? Ну, куда-то вон туда надо идти, лезть. Понятно, короче. Какой-то домик. Кто-то живет, наверное. Киса, пока. Проехали на данный момент 35 км. Кемпинг налево.
Вокруг одни горы. Вон пятиэтажки. А, это даже не пятиэтажки, это... Не понял, девятиэтажка, что ли, или нет. Вот впереди. Раз, два, три, четыре, пять. А, пятиэтажка. Тю. Ну да, 3 пятиэтажки. Щебетовка. Щебетовка. Фух. Все, сейчас направо на Коктебель. На Судак налево 20 километров. Окажется, как не 20, потому серпантину там пилять надо дофига и больше. Вроде как в этому серпантину едешь и думаешь, да когда ж он закончится. Там не 20 целых, наверное, 30. Красота! Золотая осень! «40 идем. Красотище! Нифига себе, я встретил вот эти, которые и шли аж черт знает где, за Коктебелем там. И вот это я до сих пор, то есть я съездил в Лисью бухту и еду назад, и вот они только еще здесь идут, офигеть. Куда это они, интересно, с Коктебеля идут пешком в эту, в курортную или в Щебетовку.
ЕМТБ у нас пока стоит на турбо. Переключимся, когда уже будем как в Коктебеле. А пока покрутим на ЕМТБ. Фух. Подъемчик небольшой. Перед А теперь мы подключили кнопку турбо. Ха-ха. Мы уже почти в Коктебеле. Ну, сейчас тут будет спуск. Спуск почти до самого Коктебеля. Пятьдесят 55 идем. Пятьдесят 48 44. Хороший был такой спуск. Сорок. 39. Кстати, у меня стоит здесь ограничение: больше 45 крутить нельзя. Так что надо будет поставить другой этот чип поставить, который
будет вообще. Ну, то есть там и 50 можно, и 55 крутить педали вот именно. Идем стабильно. Вот он и Коктебель. Коктебель. Сейчас поднимемся на смотровую. Уже почти доехали. Сейчас будет поворот направо. Опа. Что надо? Что надо? Что надо? Да отстань ты. Что надо? Отстань, сказал. Ох и собаки эти. Надо было включить ей сигнал. Сейчас будет подъем в горочку. Опа, 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 опа. Опа, опача. Да елки-палки эти. Ветки эти.
О, гуляют с собакой. С большой собакой. Фух. Сейчас отдохнем, посидим и поедем потом в Орджоникидзе. Вон такие виды бомбические отсюда. На весь Коктебель. А вот Карадаг. У подножия Карадага мы сейчас находимся. Почти, да. С таким вот видом. Лавочкой. Круто. Оба. Ветра нету, отлично. Фу. Так, все. Попили чайку, посидели на смотровой, отдохнули маленько и поперли дальше в Орджоникидзе. Вот такие виды тут, да, шикарные, на весь Коктебель. Come on. Come on everybody. Every silver, every money. Через полчаса потемнеет уже. О. Сейчас будем спускаться вниз. Надо вот эти поубирать отсюда на проходе. Вот тут тоже одна. Мешает ветка. О, сейчас здесь тоже надо почистить. Эти тоже ветки, нафиг.
позастреют всякие ветки, потом их собирай. Ю-ху. Собаки эти гавкают. Ю-ху. Овчарка. Овчарочка. Злая какая. Ту-ду. Что-то бензином запахло. Так, проехали мы уже 45 км. Ой. Проедемся по пустой набережной, где мы так покатаемся. В Ялте не покатаемся так. Там народу столько. Только здесь. Бейба. Никого. Можно наваливать.
Пощебню. Ой, тут яма сейчас. Тут сейчас ямы, да. Пока 4 деления. Ох, 30-очку по набережной. Кто-то с фарами едет, велосипедист какой-то. С музоном. С музоном и с фарами. Еще гуляют. Люди еще гуляют. Ну, местные, да. Понятно, что туристов в Коктебеле нету уже. Ну, может, парочку там приехали на пару дней. А так уже нету, да. Все туристы в Ялте, в Алуште. Пусто. Выросла капуста. Ой. А ну интересно, я хотел проверить сюда. Заехать. Заеду я сюда или нет? Очки надо только снять.
в принципе, можно заехать, но не, там он щебень. Не заеду. Ну и ладно. Там просто посередине щебень, и на самом подъеме там можно не заехать. А с этой стороны интересно. Вот здесь с этой стороны тоже есть какой-то заезд. А, нету тут никакого заезда. Там у нас тут ступеньки одни. Вот, сейчас посмотрим. А, ну да, тут ступеньки. Ха, не заедешь. В общем, вот сюда можно заехать. Получается. А ну-ка. Точно, а ну-ка сейчас попробуем. Да, можно заехать. Ну да. Прикольно. Спускаться. Прикольненько, да. Все, поехали. То сейчас уже скоро потемнеет, потом по ночи ехать. Это еще на джипе стал.
Опа, опа, опача. Ой. Объезжаем гору. Чтоб не наверх подниматься с рюкзаком, а чуток сюда. Правее как бы. Все. Едем в сторону Тихой бухты. Проехали мы 50 км. Домой приедем, будет 60. Где-то так. 58, где-то 60. Фух. Собак нету. Сторожил. Видно, спят. Крепко спят. Плохое говорит. Да, тут дорога такая. Именно. О. Спуск в Тихую бухту. То была у нас Лися бухта. Теперь Тихая бухта. Ну, Лися бухта мне понравилась, да. Дорога тут туда такая интересная. О, трясогузка.
тепло сейчас, в принципе. Я думал, похолодает, а тепло. Вчера было намного холоднее вечером. Ой. Ой. Жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Оп. Тут надо двумя руками управлять по такой дороге. Красота, ляпота. Что у меня одна фара? О, вот так вот. Все, поехали. Подключили освещение переднее. Оп, 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 оп. Ветер поднялся. Было ж так тихо. Где он взялся? Этот ветер. Вот тихая бухта. Доехали. Мыс Хамелеон. Хотелось сказать мыс Меганом. Судаки. О-ля-ля-ле-ле. О-ля-ля-ле. Ля-ля-ле. О-ля-ля-ле. Ита, чикита, ита. Оля, чикита. Ла-ла-ле.
Тихая бухта, Коктебель. Ни единой души. А летом здесь кишило. Палаточники ехали и ехали. Автодомы эти. Одни вообще, я помню, какие-то приехали на все лето. С палаткой, с машиной, там все дела. Все лето здесь были. В июне приехали и аж в конце сентября уехали. Опа. Платили только за стоянку машины, там сколько-то там, я не знаю, рублей, я не помню даже, какие у них там расценки. Не, я хотел сказать сколько, но не, я не помню, сколько там платят. Они 150-200 в день, чи за месяц как-то там. Короче, не, говорить не буду. Платят какие-то деньги и могут находиться здесь хоть все лето, хоть до осени там. Ну там сумма такая, нормальная. То есть намного дешевле, чем снять номер в гостинице или в гостевом доме. Некоторые даже делали так: снимали номер в гостевом доме или в гостинице и плюс на несколько дней приезжали сюда с палаткой и здесь ночевали. То есть не в гостинице назад вечером уезжали ночевать, а здесь прям ночевали сутки, двое. Так что-то так. Так, ну, наверное, уже плохо видно. Так что мы уже тут почти, сколько тут нам осталось, километров 5. Вот, так что до новых встреч в горах и на трассе.